Тем временем в Сыктывкаре завершился чемпионат России по лыжным гонкам в течение 7 дней. Свыше 250 спортсменов, в том числе и 6 олимпийских чемпионов из 42 регионов страны, боролись за звание лучших в своем деле. А накануне последнего дня турнира министр спорта Олег Матыцын и глава Коми Владимир Уйба вручили государственные награды легендам лыжного спорта. Александр Карипин о том, чем нам запомнится чемпионат России. На республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной завершился чемпионат России по лыжным гонкам. По традиции, последним этапом турнира стала марафонская дистанция. Лучшие лыжники страны вышли на старт 50-километровой гонки. Александр Большунов, доминирующий на внутренней и международной аренах, уверенно победил и взял золото. Второе место досталось Андрею Ларькову. Бронза у Андрея Мельниченко. Лучший из лыжников Коми Алексей Виценко. Он стал 6-м и уступил Большунову 50 секунд. Глава республики Владимир Уйба благодарит участников, организаторов и болельщиков чемпионата России по лыжным гонкам за спортивный праздник. Незабываемое зрелище, незабываемые спортсмены, Большунов, Терентьев, наши, Сильников. Ну, в общем, это был праздник, который, конечно же, подарили нам лыжный спорт, наши спортсмены, ну и самое главное вы, дорогие болельщики. Без вас этот праздник был бы ровно наполовину. Всех с замечательным событием, с праздником, с победами. Россия, вперед! Лучшим медали, легендам государственные награды. Торжественная церемония вручения прошла в администрации главы Коми. Награды из рук Владимира Уйба и Олега Матыцына министр спорта России получает мэтры отечественного лыжного спорта Раиса Петровна Сметанина и Юрий Анатольевич Черковский. Тот вклад, который был сделан вами, уважаемые наши учителя, старшие товарищи, он неоценим. И как никогда важно сегодня, чтобы наши юные спортсмены равнялись на вас, чтобы они знали историю родной страны, родной республики и чувствовали не только ответственность, но и радость за то, что они живут сегодня и имеют честь представлять нашу великую родину на самых крупных международных стартах. Олег Матыцын вручает Раисе Сметаниной орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Следом еще одна награда. За особые трудовые заслуги перед республикой и значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта легендарной лыжнице присвоено высшее почетное звание Героя труда Республики Коми. Я хочу увидеть вас, Раиса Петровна, и действительно человека-легенду. Мы еще раз сейчас с Алексеем сидели и приветствовали ваши спортивные достижения, вашу спортивную жизнь. И снова и снова удивляетесь, откуда это силище, откуда этот характер, который наперекор всему, вопреки возрасту, вопреки усталости, вопреки через стиснутые зубы достигают снова высоты, олимпийской высоты, мировой высоты. Раиса Петровна Сметанина – одна из выдающихся спортсменок 20 века. Обладательница 4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовой олимпийских медалей. Семикратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Сегодня Раиса Петровна от всей души благодарит и поздравляет наших спортсменов. Я республику хочу поздравить сегодня. Особенно порадовали наших болельщиков в эстафете. Наши ребята очень красиво победили с Коми флагом. Это гордость, конечно. И я очень рада за них. Хочу поздравить их, чтобы продолжали в таком же духе. И я хочу, пользуясь случаем, еще поздравить наших всех олимпийцев, которые выступали на Олимпиаде. Они такую высокую планку задали. Поэтому есть к чему стремиться нашей молодежи. Посетили глава Коми Олег Матыцын и музей имени Раисы Сметаниной. Здесь собраны все ее медали и кубки, фотохроника побед. А еще эксклюзивный материал по истории развития лыжных гонок второй половины 20 века через воспоминания выдающихся спортсменов и тренеров. Есть и новый раздел о сегодняшних достижениях лыжников Коми. И новые победы очень скоро пополнят экспозицию. Александр Карипин, телеканал Юрган.